Меня уже 2 года интересует одна тема. Жизнь, в меньшем случае, и смерть. И тут и есть самая тайна пограничника Евгения Родионова. Но я не торопилась записывать видео, потому что для меня тут еще много неясного. А вот Полина Викторовна Жеребцова, похоже, уверена в своих знаниях полностью. Я намеренно процитировала название ролика госпожи Жеребцовой в начале. «Жизнь и смерть Евгения Родионова». В классику я не буду углубляться. Я просто расскажу о своих сомнениях на примере расследования Полины Викторовны. Так как я не отношу себя ни к пропагандистам, ни к прихлебателям с двух сторон, понятия не имею, к чему вы это сказали, я начну с галашек. Там в начале 96-го года творилась такая неразбериха, что мне так и не удалось найти ни одного сослуживца Родионова. Я начинаю думать даже, что их засекретили. Нашла человека, который уезжал в командировку и о Родионове слышал только от командира. Нашла того, кто служить приехал сразу после исчезновения, то ли 3, то ли 4 пограничников. Они то ли стояли на посту в 200 метрах от заставы, то ли пошли ставить светосигнальные мины. Пропавших ребят почти не искали. Меня тут удивляет все. Но самое главное, почему все запомнили именно рядового Родионова, а имена 3 или 2 его товарищей не помнили. Ребята пропали. Мама Евгения, Любовь Родионова, отправилась его искать. Вот как она сама описывает это. И это же самое рассказывает нам Полина Викторовна. Я знала всех. Я встречалась раз, наверное, 15 с Масхадовым. Много раз лично Масхадов говорил Руслану Хайхароеву и Килаеву: отдайте ей сына, если он у вас. Но на что они отвечали, что командую себя в Грозном, в Бамуте мы хозяева. Пояснить это я попросила Хусейна Исханова, моего старого друга. Хусейн, прошу тебя, прокомментируй это. Ты же служил в то время офицером-порученцем при главном штабе вооруженных сил ЧРИ, находился в личном ведении и был личным доверенным лицом начальника главного штаба генерала Аслана Масхадова. Если Любовь Родионова виделась с генералом Масхадовым не менее 15 раз, хоть раз-то ты бы должен был ее там видеть. Вот. Во-первых, я хотел бы сказать, что по поводу того, что там утверждается, что Масхадов ничего не мог делать и ничего не контролировал. Это, конечно же, совершеннейшая неправда, потому что весь период войны сопротивление чеченской армии показало, что именно Масхадов, и Джохар Дудаев, и Аслан Масхадов контролировали ситуацию. У нас было полное подчинение, полная армейская дисциплина. И итогом оказалась победа в Первой русско-чеченской войне 6 августа 1996 года, когда мы малым количеством взяли окружение огромное количество российских войск и принудили их к миру. Вот это я хотел бы подчеркнуть к тому вопросу, что то, что контролировал там. Потом по поводу того, что была ли Родионова в президентском дворце. Возможно, была, я не могу утверждать, что ее совсем там не было, да, но я ее не помню, абсолютно не помню, потому что там все время были какие-то женщины, солдатские матери, приходили, уходили, искали детей, но чтобы 15 раз женщина встречалась с Асланом Масхадовым, и я ее не запомнил, такого я точно не может быть. Такого и не могло быть, потому что все встречи, которые проходили с Асланом Масхадовым, контролировал я, разрешал встречаться или разговаривать делегациям и людям, разрешал я, там другого варианта никакого не было. И комната, в которой штаб, вот это помещение, в котором, комната, там штаб располагался наш штаб, был один Масхадов, и я вдвоем, и других людей, абсолютно никакого аппарата там не было. И туда запускать или выпускать оттуда людей, или там приводить кого-то, это была чисто моя работа, и я был за это ответственен. Поэтому я еще раз говорю, что 15 раз мельком, может быть, где-то она была, но я ее, честно говоря, не помню. Спасибо, Хусейн. Теперь посмотри.
Вот в этом видео с канала «Россия-1» Любовь Родионова показывает, или скорее показывает ведущий, записку к Руслану Хайхароеву. Сейчас ее покажут крупным планом. Вот у меня в руках документы. Я знаю, вы их прежде никому не показывали. Никому. Это записка от одного из боевиков другому боевику. К Руслану Гилаеву. Руслан, помоги ей найти своего сына. По разговору ее сын находится в плену у вас. Помоги ей найти и забрать с собой домой. С уважением, к вам, Хусейн. Кто автор этой записки? Ну, по поводу этой записки, вот я хочу пояснить следующее, что, во-первых, второго отдела, главного штаба, все эти вот накрутки, которые до этой записки написаны, такого вообще не было. С одной стороны, потом с другой стороны, такого рода записку не имел никто писать права. А записка могла быть, если она даже была, могла бы быть только под росписью начальника главного штаба генерала Аслана Масхадова, потому что он фактически возглавлял все эти операции по обмену военнопленными, по всем делам, по военным делам, и без его ведома ни один человек не мог быть передан, тем более посредством вот таких записок. Это, конечно, очередная попытка, с моей точки зрения, там тем более речь идет о каких-то боевиках, один боевик передал другому боевику, то есть в такой уничижительной форме идет разговор, как будто в Чеченской Республике шла какие-то бандиты, воевали друг с другом или, не знаю, против хорошей русской армии. У нас, еще раз подчеркиваю, что чеченские вооруженные силы, которыми командовал Аслан Масхадов, были законные вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия, на тот период государства Чеченской Республики, независимого государства, на которое напала Российская Федерация, и чеченские вооруженные силы и ополченцы, они отражали агрессию российских войск. Вот это главное, о чем мы должны говорить. А то, что происходило с этими записками, это все очередная, я еще раз хочу повторить, что это очередная попытка унизить, принизить роль вооруженных сил Чеченской Республики и оболгать каким-то образом командиров, оболгать нашу власть, оболгать в том, что мы к военнослужащим, вернее, к пленным обращались не совсем корректно, и были даже попытки оболгать в том, что мы применяли к ним пытки, чего абсолютно не было, потому что с теми военнопленными, которые находились в нашем ведении, лично я распоряжался, я за это отвечал. И я знаю, что насколько где хватало моей власти, ни с одного головы, ни с одного солдата волос даже не упал. Их кормили, поили, точно так же, как то, что они ели, то, что ели и мы сами. Они не содержались в никаких клетках, как нас содержали русские, да, в концлагерях. У нас и не было этих концлагерей. И поэтому все вот это, что-то, попытка вот этой женщины оболгать, конечно, печально, тем более, что она была в такой ситуации, была в республике, и по ее словам, ей чеченцы и командиры чеченцы пытались помочь, и люди пытались помочь. Она ночевала в чеченских домах, несмотря на то, что она была матерью солдата, который пришел убивать чеченцев. Вот, мне, знаете, мне вот это непонятна психология русских, да, которых вот приняли, оказали такую огромную помощь в поиске сына. И я себе не представляю чеченскую маму, да, которая поехала бы в Россию разыскивать своего своего сына, и чтобы к ней русские относились точно так же. Я просто это не представляю. В данном случае
могу сказать, что вот эта попытка, да, нас, конечно же, никаким образом попытка унизить, нас не унизит. Мы, чеченцы, боролись за свою независимость, боролись за свое будущее. И мы знаем, что эта борьба была очень нелегкая, очень большую кровь там пролили. Я уверен, что победа все равно будет за нами в любом случае. И мы не отступимся от того движения, от того выбора, который сделал чеченский народ в плане независимости. Рано или поздно Чеченская республика будет свободной и независимой. Но вернемся к Родионову. 23 мая, в день своего рождения, когда Родионову исполнилось 19 лет, по версии официальных источников, он был зверски обезглавлен. Не будем разбирать причину. Она важна для верующих христиан, но не важна для меня. Смерть всегда смерть. Это преступление, и какая разница, из-за чего человека убили. Тем более беззащитного пленного. Но вот что рассказывает Сергей Иванович Сивков в своих мемуарах «Взятие Бамуда» из серии «Воспоминания о Чеченской войне 94-96 годов». Очевидец, участник событий. Послушаем. Лысую гору мы заняли только 22 мая. В этот день в 9 часов утра 3-й батальон пошел в атаку, но встретил лишь одного чеченца. Он выпустил одну очередь веером в нашу сторону из автомата и затем убежал. Догнать его так и не смогли. Все остальные боевики исчезли незаметно. Кто-то из нас видел ночью автомашину, выезжавшую из деревни. Видимо, в темноте чеченцы подобрали тела убитых и раненых. Они задолго до рассвета отступили. Тем же утром несколько наших солдат отправились в деревню. Они понимали, что мост заминирован, поэтому речку перешли вброд. 23 мая мы вновь перешли через речку, но на этот раз идти было труднее. Из-за сильного дождя вода поднялась, да и течение усилилось. Чеченцев нигде не было видно. Самое смешное, что, судя по хронологии событий, голову Евгению Родионову резали где-то за спинами десантников, в их тылу, думаю, шагах в 5 от них, сидящих в это время под проливным дождем, под чахлыми редкими деревьями и ожидающих следующего приказа. А если учесть, что рано утром 23 мая в Бамуте телевизионная группа снимала постановочный бой за село, для новостей совсем получается как в анекдоте. Днем все заметили, что внизу творится что-то странное. Под прикрытием дымовой завесы какие-то кричащие солдаты куда-то бежали, стреляя в разные стороны. Вслед за ними катились танки и БМП. Дома превращались в развалины за несколько секунд. Мы решили, что чеченцы перешли в контратаку, и нам предстоит новый бой, теперь уже за деревню. Но оказалось все гораздо проще. Это наше телевидение снимало документальный репортаж о взятии Батума. Так что первый в списке подозреваемых в убийстве – это Невзоров, по заказу которого телевизионщики снимали репортаж. Надеюсь, что этот прекрасный журналист простит мне вольное обращение с его именем. А у Руслана Хайхароева алиби 100%. Еще в истории Евгения Родионова странные совпадения в датах. Смотрите сами. 23 мая – день рождения и день гибели. По дате гибели теперь у меня огромные сомнения. 23 октября – день свадьбы и день, когда Любовь Родионова нашла тело сына, закопанного в воронке. Не подозрительно ли? Похоже на легенду, рассчитанную на слабую память. Чтобы найти сына, она заложила квартиру. За эти деньги чеченцы наконец указали ей место, где зарыт ее Женя. И она стала копать. И тогда вслух, чтобы изменить судьбу, я сказала вот эти слова, что если на нем нет крестика, то это не он. И мне было
страшно. И впервые я потеряла сознание, впервые за все 9 месяцев поисков, когда рядовой солдат, помогавший при раскопке, вдруг крикнул «крестик». Она узнала его одежду, шерстяные носки, которые сама связала. Тела 4 пограничников отвезли на экспертизу в Ростов, в лабораторию. Но для нее хождения по мукам еще не закончились. Когда я поехала в очередной раз 6 ноября, потому что все ребята оказались в сборе, а Женя не совсем, я снова поехала в Чечню. Стоп, что значит все ребята в сборе, а Женя не совсем? Оказалось, что все 4 наших парня там. Когда говорят, что я опознала сына по крестику, это не совсем так. Любая мать знает, как носит сапоги ее сын. И поэтому даже уже по этому одному мы поняли, что это наши сыновья. Потом вот с фольгой, в фольгу мы все это завернули. Вот Там эти я кадры, впервые да. потеряла сознание. Впервые за долгие 9 месяцев. Но я понимала, что плохо тебе или хорошо, дело надо доводить до конца. Бог дал силы, и мы поехали обратно по ночному Грозному, и снова на Ханкалу. Фольга шумела, так мы их привезли. Очень трудно это произнести, но ведь головы Жени там не было. Когда мы приехали в Ростов, привезли это все. Ну, в общем, так сложилось, что не полностью. И 6 ноября я еще раз полетела туда, в Чечню. Был начальник этой лаборатории Щербаков Владимир Владимирович. Вы снова после всего вернулись в Чечню, чтобы найти Женину голову. Косточки хотя бы какие-то, да, хоть что-то. И мне принесли там кусочки от черепа, сказав при этом, что разбиваются черепа прикладами, чтобы не преследовали на том свете. Полина Викторовна, как вы сами себе представляете? Вы же обещали провести тщательное, главное, честное расследование. Да, у матери потемнело в глазах, потеряла сознание, но она была не одна. Уж кто-то бы увидел, что головы нет, стали бы искать. Но по словам Любови Родионовой, она узнала это только в Ростове. Крестик нашла в могиле в Бамуте, а про отсутствие головы узнала в Ростове. Несоответствие величин ни у кого тут не смущает. Напомню только, что по официальной версии все точно знали, что в могиле лежат 4 пропавших пограничников. Ее ведь якобы показал сам злыдень Хайхароев за большие деньги. Здесь все шито белыми нитками. На ваше расследование это не повлияло, Полина Викторовна? Нет? Поехали дальше. А дальше у нас по плану перемалывание костей Руслана Хайхароева. Полина Викторовна, ну что ж вы так предвзято? Простой деревенский парень, пограничник, охранник земли русской, в стране войнахов, разумеется, у вас вызывает огромное уважение. А простой деревенский парень, ополченец, защитник земли чеченской, заведомо плохой. Еще и свидетельство Даги Дудаева приплели. Да еще и с красноречивым фото ребенка с автоматом. По показанному вами тексту, вырезки из интервью Даги Дудаева, пришлось мне и эту кучу раскопать. Меня тоже интересует характер Руслана Хайхароева. И уж, конечно, показания такого свидетеля я не могла пропустить. Я нашла само интервью, данное младшим сыном Джохара Дудаева Юлии Юзик в 2013 году. Полина Викторовна, да как же вы выкопали такое старье? Плюс это или минус для настоящего журналиста? Сейчас посмотрим. Пришлось мне искать людей, знавших лично Джохара Дудаева, вплоть до офицеров советской поры, и спрашивать, способен был генерал Дудаев на такие действия. Все в один голос говорили: не способен, не мог. Очень выдержанный был командир и уважающий свой мундир. И я попросила помощника президента Чеченской республики Ичкерия Абдулу Батала рассказать, каким был Джохар Мусаевич с подчиненными. Мог ли он ударить человека? И каким командиром был Руслан Хайхароев? Как вел себя с подчиненными и с пленными? Выполнял ли приказы командования? Могли ли вообще командиры не выполнить приказ командования? Татьяна, здравствуйте. Спасибо вам,
что вы все время пытаетесь донести истину, донести настоящую правду о российско-чеченской войне. Это важно сегодня вдвойне, когда, скажем, весь мир ополчился против чеченского народа. И связано это, конечно, в первую очередь с политикой российского государства, что на исторической родине уничтожают коллаборанисты и убийцы, что на российской территории методично уже столетиями уничтожают чеченский народ. В отношении того, что Джохар, как относился Джохар, мог ли он быть жестким, жестоким или ударить человека, своего подчиненного. На эти вопросы я даже не думаю, я думаю, даже отвечать не надо. Потому что те, кто знал Джохара, те, кто был рядом с ним, знают, Джохар был прежде всего человеком чести. Это был национальный лидер, которого Всевышний дал чеченскому народу, лидер, который смог сплотить маленький народ и выиграть войну с огромной, мощной ядерной державой. О нем могут говорить всякое. Его будут пытаться очернить, его будут ругать, но одно останется несомненным. Чеченцы любили и дорожили своего президента. Никогда Джохар не снизошел бы до этого уровня бить или ударить человека, тем более подчиненного. Это было невозможно. Джохар говорил, что эта война, которую навязали нам российские власти, Россия принесла нам только беды. И ни один человек не вышел на тропу войны с повесткой, а вышли по зову собственного сердца. Джохар никогда, я еще раз повторяю, никогда не смог бы, тем более публично, ударить или оскорбить подчиненного. Да, на татами, на схватке, на ковре, на спортивных площадках он мог показать свой характер, а так никогда. Высокообразованный, мужественный человек, знающий себе цену, никогда не опустится до этого. Сейчас много говорят, придумывают, очевидцами становятся, оскорбляют. Это присуще слабым людям. Слабые люди выявлялись и в Чеченской войне. Но те лица, которые имеют слово, которые имели значение, которые имеют до сих пор вес в народе, уважение, они никогда не становились на слабую стезю. Руслан Хайхароев – это мужественный человек. Он
он с подчиненными был как со своими братьями. В бою бесстрашно. И то, что ему приписывают некие люди, пытаясь унизить в его лице весь чеченский народ, это я даже слов не нахожу. Субординация в период Чеченской войны, особенно в период Первой Чеченской войны, была на самом высоком уровне. Выполнение приказа – это у чеченцев вообще принято выполнять приказы. Я не сказал бы приказы, даже простое выражение, простая передача желания, это могла быть исполнена. А невыполнение боевых приказов это вообще невозможно было. Все командиры, конечно, подчинялись друг другу. Все командиры выполняли приказы, когда последовали. Помимо этого, командиры никогда не забывали о чести, о чеченском долге, о чеченском этикете. Да, среди бойцов сопротивления, среди воинов могли быть хитрецы, которые работали и туда, как говорится, и сюда ради копейки, как и везде, как и во всех. Но эти люди не занимали никакую позицию, и их такое отношение не влияло ни на что. Вот, в принципе, все, что я мог бы сказать, Татьяна. Я еще раз благодарю вас за вашу бесценную работу. Спасибо вам. В Первую российско-чеченскую войну пленных отдавали по его приказу российским матерям безо всякого выкупа. 250 матерей пришли в Назрань по призыву чеченского правительства и разошлись по чеченской земле в поисках сыновей, общаясь с полевыми командирами. Когда в марте Ахмедом Дудаевым, родным племянником Джохара Дудаева, из Бамуда более 100 пленных были перевезены в село Орехово, а потом после бомбежки погибли под осколком 4 человека, Джохар Дудаев приказал военному прокурору Магомету Жаниеву, чтобы все их документы были сохранены вместе с медицинскими заключениями. Об этом есть подтверждение в книге Аллы Дудаевой «Миллион первый». После гибели Джохара Дудаева Ахмед Дудаев в мае передал пленных другим командирам, в том числе и 3 офицеров-пограничников вместе с молодым срочником из Ростова. После Первой русско-чеченской бывшие пленные, выступая по российскому центральному телевидению, передавали Ахмеду Дудаеву свою благодарность за доброе к ним отношение. Он еще долго с ними потом переписывался и с другими матерями, которые хотели узнать о судьбе своих сыновей. В 1995 году Джохар Дудаев говорил: «Пленных нельзя отдавать за выкуп. Тогда наша война за независимость Ичкерии превратится в охоту за людьми». К величайшему сожалению, так и получилось после гибели Джохара. Борис Березовский сразу сделал шоу из освобождения русской журналистки Елены Масюк, которая жила 1 год в плену. Березовский положил начало торговле пленными, заплатив за Елену $3 миллиона. Билл Клинтон, большой друг Ельцина, затем официально пригласил ее в Америку. Это была не только ее реклама, а российская пропаганда будущей торговли по всему Кавказу.
Но вернемся к Родионову. В марте 1996 года Ахмед Дудаев вывез из Бамуда всех пленных. Ни о каком неповиновении распоряжению президента Дудаева или начальника штаба Масхадова не было и речи. Я нашла Даги. Спасибо интернету. В наше время это не проблема. Даги откликнулся быстро. Вообще он очень открытый и интеллигентный человек. Я попросила его прокомментировать это старое интервью. И вот что он рассказал. Статья не была редактирована мной после отправленного нам предварительного материала. Были сделаны заметки, которые не были приняты редакцией. Кто их редактировал, я точно не знаю, но известно, что не один человек редактировал эту статью. Это подтверждает и сама автор Юлия. Помимо этого, статья должна была выйти на годовщину 21 апреля. Должна была выйти в апрельском номере. Но так получилось, что вышла по какой-то причине на месяц раньше. И практически мы не успели среагировать на то, чтобы оспорить все моменты с редакцией. Значит, помимо того, что в этой статье написана неправда о Хайхароеве Руслане, командире, которого отец очень сильно на самом деле уважал, и даже бессмертной крепостью Бамут был наречен званием селения, которое удерживалось долго от вторжения российской армии. Отец бы никогда такого ни себе, ни другим бы не позволил. Поэтому это абсолютно не соответствует ни действительности, как то, что он надавал прикладом по рукам, так и то, что Руслан Хайхароев на самом деле никакого отношения к пленным, насколько мне известно, вообще не имел. Потому что есть здесь даже и остались до сих пор участники тех событий. Даже недалеко от меня проживает один ополченец, который попал в плен в Самашках и был обменен на одного из военнопленных, как раз таки из той группы, в которой якобы был Родионов. И Хайхароев этим не занимался, как и другими, и вообще отношения к пленным не имел. Это знают многие, те, кто до сих пор живы и принимали участие в ополчении во время Первой Чеченско-русской войны. Угу. Ну, то про то, я не звонил ей, я не звонил Полине Жеребцовой. Я, узнав о том, что человек взял данный факт из статьи, в которой помимо того, что откуда-то придумано про Хайхароева, есть много и других фактов, которые не соответствуют действительности, но хочу отклониться и, как мне показалось, объяснить, почему автор Юлия Юзик придала статье такой окрас, как хотела поставить меня в противоположность, как антипод тем чеченцам, наместникам и марионеткам Кремля, показать, насколько мы разные, и в силу незнания чеченских и кавказских в целом традиций и менталитета получилось то, что получилось.
Я пытался связаться с Полиной Жеребцовой через знакомых, хотел взять номер через знакомых в Финляндии. И насколько я понял, насколько мне передали, она отказалась. Я не знаю почему. Возможно, у нее свои какие-то есть на то причины. Но я всегда открыт для контакта. Поскольку в статье слишком много искаженных фактов и неточной информации, я с самого начала даже, хоть и обратил внимание, прочитав о Хайхароеве Руслана, но поскольку статья вся состоит из практически неточных фактов, значения этого не придал и впервые услышал, когда мне сообщили о том, что Полина Жеребцова взяла этот факт из статьи как факт, который был якобы на самом деле. Если Юлия Юзик смотрит это видео, я попросила бы ее тоже прокомментировать эту очень некрасивую историю. А Полину Викторовну хочу спросить, почему вы сами не нашли этих людей, проводя, по вашим словам, честное расследование? Тем более Деги искал вас. Это ведь удача, нужно было только дать ему номер телефона. Он сам готов был позвонить вам и все прояснить. Или ясности вы как раз и не хотели, при всей честности вашего расследования. Главное для вас – получить цитату про злобного Хайхароева, так? Поехали дальше. Вы начали объяснять про зверство и всплеск национализма в Ичкерии. И допускаете, что голову пограничнику могли отрезать. Но вам, конечно, виднее, вы тогда были ребенком. А вот Валентина Мельникова рассказала другое. В моей беседе, проведенной для сайта «Литературная галактика». Сейчас сайт закрыт, так что привожу просто мою запись беседы. Все желающие могут проверить, связавшись с самой Валентиной Дмитриевной. Вся история с Женей – ложь, хотя вроде опознания проводили в Ростове. Так что гибель самого Евгения Родионова несомненно. А вот история брехливая. Обстоятельства гибели точно ложь. Ни одного солдата пленного не убили за то, что не захотел принять ислам. В Первую войну мы спасли из плена сотни солдат, и ни один из них не свидетельствовал, что было хоть что-то похожее. Во Вторую войну в отрядах уже матерей не было. И чеченцы не пытались вызывать родных, поскольку ФСБ захватила эту проблему, и именно они брали деньги с родных, якобы за освобождение пленных. Наша последняя история по обмену произошла в 2002 году. Она была нестандартная. Я втянула туда Эстрежемского и военных советников Путина. Все решали через ГУИН, поскольку мы должны были содействовать переводу отбывающих наказания чеченцев с севера на юг. С правдой по Чечне вообще туго. Слишком много времени прошло. Многие и солдаты, и матери уже умерли. И все посредники и командиры отрядов, которые готовы были просто отдать пленного, были ликвидированы к 2002 году. Расследование Полина Жеребцова закончила. Я свою только начала. Блажен верующий, меня же гложут вечные сомнения. В планах проверить все в рассказе Родионовой. Если предположить, что она, как и другие матери, находилась в Ичкерии до определенного времени, пока не узнала, что после эксгумации из временного захоронения туда привезли трупы солдат, поехала на опознание, опознала и узнала, что тело без головы. Поехала искать голову на то место, где было обнаружено тело. Вот это реально. Я нашла Щербакова, связалась по Фейсбуку с его женой. Он был после инсульта. Ответил, да, тело было без головы, и встречал с вокзала, когда она привезла голову. Генетики в 96 году не было, больше он не помнит. Называла ли тогда Любовь Родионова Руслана Хайхароева убийцей, не помню. Мог узнать позднее. Нашла солдатскую мать, которая видела Родионову в Чечне. И это все. Буду искать, узнавать, наводить справки.
Ко всем, кто смотрит это видео, просьба. Если у вас есть информация про это, пишите внизу в комментарии к этому видео. В этой истории мне ясно только одно – итог. Расчеловечивание целой нации, которое можно приравнять к геноциду и последующее истребление. Чтобы пояснить это, и понадобилась история про Евгения Родионова. Несуществующие распятые пленные в окнах Дворца президента в Грозном. Еще множество кассет с отрезанием голов. Кстати, кто-то где-то вроде бы видел такую же кассету с записью отрезанной головы Родионову. Но потом кассету быстренько изъяли, удалили отовсюду, лживая оказалась. Боялись, наверное, что узнают и казненного, и исполнителей. Если вообще что-то такое было. Даже в интернете есть две видеозаписи такой казни. Или одна, показанная с разных сторон. Но тут нужно узнавать, кто изображен, искать. Голословные заявления – это путь в никуда. Был такой командир отряда ополченцев, Терембулатов, тракторист. Его люди на камеру перерезали горло 2 российским солдатам. Еще 2 застрелили. Сам Терембулатов был задержан в результате специальной операции, проведенной российскими спецслужбами 19 марта 2000 года. На следствии и на суде тракторист признал только самое очевидное из своих преступлений – участие в расправе над военнослужащими 11 апреля 1996 года. Это записано в Википедии. А как мы отнесемся к расправам, чинимым российскими военнослужащими над ополченцами? При малейшем подозрении в том, что поймали снайпершу, женщину разрывали танками. Этого не было? Не было изощренных пыток в Ханкале и черепов-сувениров? Кто-то понес за это наказание? И вообще ужас, не было захвата заложников 9-й горбольницы российскими военнослужащими? Это в самом начале войны, между прочим. И последующие регулярные живые щиты из женщин и детей. Или мы сочувствуем только одной стороне? Полина Викторовна, вы же постоянно упоминаете своих предков. Видео про Родионова – это было вообще ни к селу, ни к городу. И если уж вспомнить ваше высказывание про то, что людей нельзя убивать ни за какие идеи целостности страны, ни за идеи независимости, вы тут уравняли палача и жертву. Почему вы гордитесь, что ваш предок воевал во Второй мировой войне? Он же был, подумать страшно, экстремистом. Участвовал в десантной операции, в ходе которой погибла женщина. Скажу больше. Мой предок вообще был террористом, партизанил на оккупированной территории такой-сякой. Сопротивлялись они внешнему агрессору любыми способами. И в войне гибли мирные люди. Что, по вашей логике, нужно было сдаться немцам? Но вернемся к Евгению Родионову и его маме. Причина создания мифа ясна. Мотивация и получение контрактников для последующего нападения и реванша. Еще, чтобы ребята не сдавались в плен, не избегали. Пропаганда активно работала в армии. И вот эти слова самой Родионовой подтверждают мои мысли. Говорит Родионова: я очень хочу дожить до того времени, когда и мой сын, и другие ребята, которых искали несчастные мамы, не канут в безвестность, что появятся улицы с именами их сыновей, что школы будут носить их имена. Нам, кроме как на этом, больше не на чем воспитывать патриотизм. Потому что и времена Матросова, не говоря уже об Илье Муромце, уходят, а молодежь воспринимает то, что было вчера и сегодня. И это надо использовать. Вот вам ответ. Это надо использовать для воспитания пушечного мяса. Опять говорит Родионова: я хотела бы обратиться скорее к матерям ребят. Не держите детей под юбками. Мы же хотим видеть сыновей сильными, мужественными, чтобы была возможность опереться, чтобы была возможность
защитить себя, свой дом, свое село, свой город. Мой вопрос, от кого? Не надо держать, от судьбы ведь все равно не уйдешь. Поэтому лучше достойно погибнуть, чем от наркоты или в пьяной драке. А достойно, по ее мнению, это убивать чужих людей на чужой земле. Это вообще слова выше моего понимания. Это было сказано на встрече со школьниками. Неужели родители с ней согласились? Люди, это что, у ваших кровинок выбор только погибнуть на чужой земле за непонятно какие интересы или умереть от наркоты или в пьяной драке? А жить долго и счастливо – это не вариант? Не такую судьбу вы припасли своим ребятам? Люди, матери, опомнитесь, куда вы толкаете ваших крох, сидящих в коляске, закамуфлированной под танк?